Программа «Пациент» в эфире. Здравствуйте. На этой неделе в Сухуме прошел второй Абхазский медицинский форум, организованный Министерством здравоохранения. Его участники отмечали высокий уровень организации мероприятия. Свидетельство тому присутствие на одной площадке министров здравоохранения сразу 4 государств. Форум уже стал плацдармом для практического взаимодействия. Как и в прошлом году, параллельно с семинарской частью на базе поликлиники Республиканской больницы и реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями прошел прием пациентов российскими специалистами. Наверное, это самая плодотворная часть данного мероприятия. Мы пообщались с врачами, проводившими прием. В рамках медицинского форума десятки наших граждан получили возможность проконсультироваться у ведущих специалистов из Российской Федерации. В поликлинике Республиканской больницы прием проводили травматолог-ортопед, нейрохирург, врач по спортивной медицине, профессор кафедры общей хирургической стоматологии, профессор кафедры акушерства и гинекологии и многие другие. Директор Центра медицинской реабилитации, врач-травматолог Константин Терновой и в прошлом году принимал участие в форуме и также проводил прием. В Абхазии у него уже есть свои пациенты. В прошлом году мы сделали первую установку протеза тазобедренного сустава. И сегодня я буду смотреть как раз пациентов. Прошел ровно год, как мы провели им операции. И пока жалоб, насколько я знаю, нет, но мы собираемся встретиться с ними очно. И поэтому это очень важное событие. А его здесь нет, да? Я не знаю, кто за дверью, там сидят пациенты, которых я сейчас буду смотреть тоже и отбирать для реабилитации на базе нашего центра медицинской реабилитации Сеченовского университета. Это будет бесплатно? Это будет в рамках государственного партнерства между Министерством здравоохранения Абхазии и Министерством здравоохранения Российской Федерации. По мнению специалиста, Абхазия должна активно развивать санаторно-курортное лечение. И для этого у республики есть все возможности и условия. И в первую очередь это уникальный климат. После адекватно проведенной реабилитации на курорте, особенно в ранние сроки, у больных в 2-3 раза быстрее происходит восстановление функций пораженных или оперированных органов. Уменьшается число осложнений послеоперационных рецидивов, улучшается качество жизни, уменьшается инвалидизация. Это научно доказано, и у Абхазии есть все шансы вернуть себе былую славу всесоюзной здравницы, говорит доктор. И рабочих мест, и принесет даже хорошие результаты, потому что реабилитируется просто на этом воздухе, который богат кислородом, фитонцидов и природа, которой нельзя оторваться. Вот это все очень тоже влияет сильно на результат реабилитации. Например, если мы говорим, и санаторно-курортное лечение – это неотъемлемый этап реабилитации. Это третий этап, и самый длительный, и он самый массовый. И таких мест, где развивать, это вот, если не в Абхазии, то где? Поэтому медицина должна развиваться, а развивается она через общение, потому что если рутинно ходишь на работу каждый день, то не успеваешь вечером прийти почитать новости развития медицины. Форум – это прекрасное место поделиться знаниями и технологиями. Врач-акушер-гинеколог Владимир Зуев является ведущим специалистом по методу экспресс-анализа тканей эндометрия, лазерная романовская спектроскопия. Профессор занимается вопросами диагностирования и лечения обширного спектра патологий женской репродуктивной системы, в частности, патологии эндометрия, миомы матки, кист яичников, аднексита, доброкачественных новообразований матки и ее придатков, бесплодия. В своей врачебной деятельности по лечению заболеваний у женщин применяет только высокоэффективные и инновационные методы, которые дают положительные результаты. Наше дело вас подготовить. Это очень важный момент. И, собственно, это и есть прогнозирование, да? Прогнозирование беременности, что с ней будет. Будет ли она вообще? Половина народа не знает, что она не будет. И делают это. Владимир Зуев отметил, что в форуме участвовала очень профессиональная команда специалистов по разным направлениям, и обмен научной информацией между коллегами очень важен. Общение даст понимание, значит, что происходит у вашей здесь, у вас в медицинской части. Ну, если министр приехал, да, так о чем-то говорит. И если президент пришел, о чем-то говорит,
Вот, поэтому высокий очень уровень, и я думаю, что относительно полезности очень полезно. Очень полезно. И вот учитывая то, что я думаю, что это будет развиваться, по крайней мере, такие сегодня тенденции, я увидел их, то, что очень серьезно настроены на совместное взаимодействие, совместные, так сказать, дела. Вот, и как бы, ну, мы все же учимся, и медицина развивается. Поэтому так или иначе, конечно, мы будем касаться вопросов развития и технологий, вот, новых технологий, то, что сегодня есть у нас в стране, чем мы пользуемся. И это, к счастью, тоже очень сильно развивается. Поэтому думаю, что вот это взаимодействие вот, принесет пользу всем, и вам, и нам. Вот и все. А организация организована очень на высоком уровне. Профессор подчеркнул, что в последнее время проблема зачатия стала актуальной. Это связано с изменением образа жизни женщин и социальным отношением к семье и материнству. И плюс ко всему стрессы, некачественное питание, плохая экология. На приеме специалист консультировал женщин, оставлял свой личный контакт и обещал поддержку у себя в московском учреждении. Мы же пришли не поговорить, а пришли помогать. А для этого нужен контакт. И я готов дать свой телефон, да, вот женщинам, которые здесь есть, для того, чтобы они... Я вообще даю, я считаю, что как бы это... ну, в рабочее время не всегда могу взять трубку, но как-то нацелить на дальнейшее действие, ведение, вот, чтобы это было комплексным и завершающим, да, моментом, чтобы это не просто так, а чтобы вот если настроена женщина, что ей нельзя помочь, можно. Но должны быть условия, чем, как. Вот там, наверное, надо поговорить сегодня и об аптеке, аптечной части, да, вот хотя бы чем можно помочь с точки зрения завершительного вот этого действия. И вот в техническом это все несложно делать. Это все очень несложно, наоборот. Вот, поэтому, наверное, мы будем еще общаться, наверное, с вашими руководителями. Вот. Что-то, может быть, и с нашими, кстати говоря, чтобы помогли и аптекой, там, и, может быть, техникой небольшой, или большой, может быть, наоборот. Тем более, если у вас и хирургия есть, я смотрю, он там посмотрел, да. Проблема-то общая с точки зрения демографии, с точки зрения рождаемости, вот этого всего. Вот, поэтому она общая, поскольку мы занимаемся этим, да, и мы абсолютно готовы поделиться и знаниями, и технологиями, и техникой, в принципе-то. Международное сотрудничество – неотъемлемое условие успешного развития медицины как на мировом уровне, так и в отдельной взятой стране. Это в своем выступлении отметил министр здравоохранения Эдуард Бутба. Обмен опытом между абхазскими, российскими, юго-осетинскими и приднестровскими специалистами различных медицинских профилей, работа в дискуссионном и семинарском формате, предусмотренные программой Абхазского медицинского форума, безусловно послужат развитию и укреплению международных связей, обеспечат выход на принципиально новый уровень сотрудничества наших стран в области медицины, говорят участники форума. Мы являемся свидетелями тому, насколько это организовано высококлассно, безупречно, на эталонном уровне. Помимо того, что это имеет максимально концентрированную пользу для пациентов, для населения, которым предназначена вся наша деятельность. Это еще весьма полезная площадка для взаимодействия, получения новых связей и форм сотрудничества между разными структурами внутри одного государства, Российской Федерации. И, конечно же, способ извлечь пользу для Абхазии. И, как мы видим, в этом году еще присоединились ресурсы двух государств, Приднестровья и Южной Осетии. Все это является всего-навсего выражением, неизбежным результатом всех тех усилий, с той отрадой, с тем вдохновением, которым руководство Абхазии
отдается этому делу, этому началу, безусловно нужному, безусловно полезному. И помимо всего прочего, это беспрецедентное событие, сравнить с которым невозможно, по-моему, ни одно явление, ни одно собрание, как в России, так и вообще на любом международном уровне. Это без преувеличения, без ложной скромности. Это беспрецедентное собрание с участием самых высоких лиц. И результат, и положительный, радующий всех нас эффект является результатом всего того, что с такой большой любовью, душой и сердцем абхазский народ предоставляет нам все свои ресурсы, возможности в рамках своего традиционного гостеприимства. Нейрохирург Муртаз Мидов выполняет уникальный способ оперативного вмешательства. Простыми словами, есть такая операция – боковой спондилодез при переломах позвоночника. Сломанный позвонок заменяют распорным титановым протезом. Вся сложность операции в том, чтобы освоить доступ, потому что чаще всего это верхний поясничный уровень в проекции нижних отделов грудной полости. В основном хирурги для облегчения доступа к позвонку делают его, используя трансплевральный метод. Для хирурга Мидова это неприемлемо. Он тратит больше времени, но обходит легкое. Его метод избавляет пациента от реанимационного этапа, сокращает сроки реабилитации, уменьшает объем воздействия на организм. В прошлом году некоторые пациенты попали к нам на хирургическое лечение. Те, у кого были показания. Да, это можно сказать, что практическая сторона нашего собрания, в результате которой люди, которые, может быть, до этого не понимали, что располагают такой возможностью, получили ее на деле. Помощь на самом высоком технологичном уровне в условиях медицинского учреждения Департамента здравоохранения Москвы. В Москве да, мы принимали пациентов в Москве, их оперировали, готовы это делать и дальше. Поэтому мы здесь со всей душой. Стоит отметить, что тематический контент форума не сводился только к медицинской науке. В процессе работы были охвачены вопросы системы здравоохранения, организации медицинской деятельности. Это была плодотворная и результативная работа, которая максимально сблизила теорию с практикой, позволила скорректировать научные наработки с их возможным практическим применением и воплощением. Травматолог, врач спортивной медицины Алексей Репетюк впервые принимал участие в форуме. Он высоко оценил его работу. Говорить о том, что это самый высокий уровень, даже не приходится, да, потому что действительно сегодня на форуме идет работа и обсуждаются мультидисциплинарные вопросы. Да, то есть форум, он охватывает широкий спектр медицины, здравоохранения, организации здравоохранения, и специалисты разных, так сказать, специальностей, разных, так сказать, направлений работы сегодня здесь собираются вместе с коллегами из Абхазии и действительно определяются стратегические направления развития здравоохранения республики. Вот поэтому действительно форум великолепное впечатление производит и по организации, и по тем лицам, которые участвуют в его работе. К врачу выстроилась небольшая очередь. Специалист принимал, консультировал, наметил дальнейший формат работы с абхазскими коллегами и пациентами. У нас прекрасное взаимодействие уже сложилось с вашими коллегами. Специалисты очень хорошего уровня, так сказать, и по, так сказать, тем методикам, которые они используют, я понимаю, что довольно-таки на хорошем уровне находятся, в принципе, и знания, и подготовка специалистов. Вот, поэтому мы уже наметили определенные, так скажем, определенный формат работы, да, потому что мы сегодня больше смотрим пациентов травматологического профиля, я врач-травматолог, врач спортивной медицины. И вопрос именно реабилитации спортсменов, он, конечно, имеет определенную особенность, да, в отличие от обычных людей, потому что это совершенно другой подход.
и нужны четкие критерии там, допуска спортсменов к занятиям спортом. И вот эти критерии как раз мы сегодня с коллегами обсуждали и обменялись контактами, обменялись на электронную почту, я направлю информацию, которую они уже могут интегрировать в свою работу и активно применять на пользу, так сказать, пациентам. И с пациентами, конечно, мы тоже остаемся на связи, да, потому что консультативные там, видео, например, звонки мы можем совместно, да, можем удаленно как-то что-то корректировать, реабилитационный процесс. Ну и, конечно, будем рады у нас в столице Российской Федерации видеть тоже, окажем помощь, если это будет необходимо. Профессор Елизавета Конева провела осмотр ребятишек в Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями. Елизавета Конева второй раз принимает участие в форуме. По ее словам, она с удовольствием приезжает в Абхазию. В прошлый раз был обмен контактами, и весь год она поддерживала связь с пациентами, которых успела осмотреть и проконсультировать. И что самое главное, несколько детишек приехали в Москву на реабилитацию и лечение. Если говорить о форуме этого года, я имею возможность сравнить с предыдущим годом. В этом году, конечно, размах стал еще больше, и масштаб форума стал больше, и тематик, который мы сегодня прослушивали в форме докладов, он стал еще более широким. Да? То есть форум он же не какой-то, это не отдельно взятая какая-то конференция по узкому профилю заболевания. Да? Действительно, это медицинский форум с большим охватом всевозможных тематик, и мы слышали какие-то программные академические доклады, и мы слышали узкопрактические вещи по каким-то направлениям. Но, конечно, такое серьезное представительство, как 4 министра, присутствие президента, это всегда придает значимость таким мероприятиям. И что самое главное, что благодаря такому значимому присутствию министра здравоохранения мы понимаем, и министра здравоохранения России, мы понимаем, что мы имеем интерес, да, к практической медицине, и действительно участие столь значимого руководства, оно позволяет нам решать какие-то, в том числе, практические вещи и делает большой задел на дальнейшее перспективное развитие вот этих медицинских форумов, взаимодействий и масштабирование нашей истории. Наверное, это важно. На прием к специалисту пришла Аэлита из Лахны. У ребенка сколиоз сложной формы. Врач осмотрела пациентку, пообщалась с матерью. Она предложила семье приехать в Москву на полное обследование на бесплатной основе, так как у ребенка переходной возраст и необходимо срочно принимать меры. Иначе серьезных последствий не избежать. Мать обещала воспользоваться этой возможностью. По словам Елизаветы Коневой, у детей часто стали выявлять тяжелые патологии. Это связано с тем, что в последнее время улучшилась диагностика. Несколько десятилетий назад выживаемость таких детей была ниже, но современные возможности медицины позволяют их выхаживать. Но большой проблемой становится дальнейшая реабилитация, улучшение качества их жизни и социально-бытовая адаптация. И с теми инструментами, что у нас есть сегодня для реабилитации детей с тяжелой патологией, мы делимся с абхазскими коллегами, подчеркнула специалист. Вы знаете, мне очень вот прям по душе этот реабилитационный центр. Я весь год вспоминала, мы продолжали общаться с главным врачом, и звонили доктора. Вы знаете, он очень уютный. Он правильно настроенный, и здесь работают чудесные, что самое важное, не безучастные специалисты, которые болеют душой за детей, они делают все возможное для того, чтобы дать максимально возможного болеющим ребятам. Безусловно, здесь есть очень хороший бассейн, очень хорошие руки, очень хорошие специалисты. Пределов совершенства для современных технологий, конечно, нет. И современные реабилитационные технические решения, они все больше и больше появляются. И, конечно, определенное оснащение этого центра еще больше бы, наверное, вдохнуло жизнь в этот центр и сделало бы его более высокотехнологичным. Но, конечно, я хочу отметить, что
Я очень рада сюда вернуться год спустя, потому что здесь, здесь действительно здесь настолько душевно, здесь такой теплый и профессиональный подход к реабилитации детей. Это то, как должно быть. Тем более, если разговор идет о детском реабилитационном центре. Ну и, конечно, все врачи убеждены, что образ жизни влияет на здоровье. Если человек хочет прожить долгую жизнь, то он обязательно должен избавиться от вредных привычек. В заключение доктора поделились несколькими рекомендациями, как сохранить здоровье на долгие годы. Секрет здоровья, его надо беречь с молодости. Обязательно это профилактика и диагностические осмотры, потому что уровень медицины сейчас такой, что можно вылечить практически любую опухоль, если ее найти, диагностировать на раннем этапе. Также должна быть большая профилактика остеопороза, потому что если хотим долго жить, кости все равно будут становиться более хрупкими. С этим тоже медицина умеет бороться, просто это надо начинать раньше, прежде чем случится перелом. И, естественно, держать вес, несмотря на столь вкусную кухню, но толстых долгожителей бывает крайне мало, поэтому и побольше двигаться. Причем в этой стране есть все условия для того, чтобы вкусно, дробно питаться 5 раз в день по чуть-чуть и много ходить на свежем воздухе с красивой природой. По ненадобности ходить не нужно по докторам, да, вот, потому что каждый из них начинает назначать. И вот иногда вот если назначают препараты, которые вот назначают, я смотрю, именно вот репродуктологи, назначают большое количество гормональных препаратов, которые не нужны, которые не работают в определенных случаях. Ну, не назначают столько, что, во-первых, можно заболеть от этого, это раз. Второе, назначают там, где это не нужно делать по причине своих собственных рабочих яичников. Это два. То, что, наоборот, их назначение приводит к подавлению работы. То есть вот этот откуда берется пресловутый, сегодня называется это преждевременная недостаточность яичников. Вот оттуда. Если говорить о том сегменте здоровья, к которому я имею непосредственное отношение, а это здоровье позвоночника в первую очередь, то, скорее всего, это условия жизни, в которых и привычки, которые формируют организм и позвоночник в том состоянии, в котором он наилучшим образом приспособлен ко всем ежедневным вызовам. То есть, когда вы ставите задачу перед организмом, что вот надо справляться вот с таким объемом нагрузки и делать это регулярно, без послаблений и без избыточной нагрузки, не растрачивая ресурсы организма биологически и не расхолаживая то, что заложено природой, если постоянно контролировать себя, поддерживать в себе здоровые навыки физической деятельности. Проще говоря, начинать день с упражнений, с зарядки, которые наилучшим образом подготавливает организм ко всему тому, что ему предстоит в течение дня исполнить, то это минимально достаточный объем усилий, который позволит наилучшим образом раскрыть ваш биологический потенциал. В том-то и секрет, что никаких секретов нет. Вы понимаете, что на самом деле все, так сказать, особенности продолжительности жизни уже давно известны. Это в первую очередь хорошая природа, свежий воздух, да, чем совершенно не обделена Абхазия, она богата на это. Конечно, это и хорошее качественное питание, да, то есть свежие продукты, качество питания оказывает решающую роль. И, конечно, это психологическое состояние, да, то есть это минимальные стрессы, это и правильная физическая активность, физическая нагрузка. Утром я всегда по вашей набережной великолепной прогуливаюсь и смотрю, что народ активно занимается на тренажерах, бегает. Вот. Это на самом деле очень важно, потому что и вопросы физической активности сегодня тоже будут подниматься на форуме. Есть и рекомендации Всемирной организации здравоохранения по продолжительности жизни. Вот. И нашим, так сказать, телезрителям мы можем рекомендовать заниматься физической активностью минимум, это рекомендации ВОЗ, от 150 до 300 минут в неделю физической активности. Это будет хорошим подспорьем в
так сказать, продолжительности жизни. Вот, поэтому нашим зрителям я желаю крепкого здоровья и долгих лет жизни, конечно же. Вот теми методиками, которые уже хорошо известны. Просто вопрос их выполнения. Такими были некоторые итоги второго Абхазского медицинского форума. Он объединил представителей органов здравоохранения и врачей, чтобы решать проблемы предоставления людям качественной медицинской помощи. А это самое главное. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!